Слушай, Алсу, ну вот тот самый печально знаменитый двор на Шатар Руставели, да, ну что-то вот тут как будто смотришь, да, происходит и еще, да? ну, действительно, где тут пытались найти место для 30-этажного дома, я ума не приложу. Тут... Ну вот сейчас мы будем говорить про точечную застройку, Руслан, но ведь понятия такого в законе не существует. Слушай, понятия нет, но факт-то вот он, пожалуйста, налицо, вот кран, вот Ну, строительная дом уже площадка, существует. да. Ну, слава богу, дома нет, да, но попытка была. Почему людям нужно обязательно доказывать, выходить, стоять на коленях, что вот такие вот точечные застройки им мешают жить? Почему нельзя сразу с любовью относиться и к городу, и к его жителям? Ну, слушай, Я про Алсу, чиновников. ну это риторический вопрос, да. Ну, любовь в границы кодекса не впихнешь, да, но есть здравый смысл, и есть правила, которые нужно соблюдать. Это другой Хорошо, вопрос. вопрос в лоб. Кто разрешил все это безобразие? Кто поставил подпись? Кто виноват и что делать? Вечные два русских вопроса, да. Ну, на самом деле, без пол-литра тут не разберешься. Давай попробуем сегодня в студии об этом поговорить и разобраться. Давай, хорошо. Почему дают разрешение на точечную застройку? Городу сложно развиваться. Посадили дома в чужие дворы. Законодательно вообще не существует такого понятия, как точечная застройка. Как найти эту золотую середину? Мы готовы были изначально идти до самого конца. Почему простому, обычному человеку очень тяжело защитить свои права? Застройщик, он в убыток работать себе не будет. Нужно любить друг друга, в конце концов, любить горожан. Точечная застройка есть, а понятия такого в законе нет. Хотя эта проблема не только Уфы. В каждом мегаполисе мира жители сталкиваются с уплотнением их уютного, обустроенного района. Сама точечная застройка уже набила оскомину. И пусть в градостроительном кодексе нет такого понятия де-юре, де-факто все прекрасно понимают, о чем идет речь. Когда втыкают многоэтажное народное тело туда, где по здравому смыслу и совести его быть не должно. Кто до сих пор разрешает точную застройку в Уфе и почему эта проблема вызывает такую изжогу у населения? Кто принимает решения и, главное, несет ответственность? Как стыкуется деятельность застройщиков с градостроительными нормами? Эти и другие сложные вопросы нашего бытия мы с Алсу Сликаевой и нашими гостями обсуждаем в студии сегодня, честно говоря. Итак, давайте я представлю гостей. Филюс Ишбулатов, депутат Уфимского горсовета. Евгений Декатов, заместитель гендиректора Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан. Всем хорошо известная Наталья Павлова, главный редактор «Коммерсанта Башкортостан», очень уважаемое издание, лично мной. И Вячеслав Якин, наш известный отраслевой эксперт в сфере строительства. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Точечным камнем преткновения и некой такой капли критической массы в Уфе стала история с домом на Шатар Руставели. Мы подготовили сюжет, давайте его посмотрим и потом обсудим. Впервые о доме номер 5 на Шатар Руставели заговорили в 2013 году. Тогда поблизости от здания начали возводить 16-этажный дом. Из-за постоянных вибраций на несущих стенах появились первые трещины, которые потом разрослись от подвала и до самой крыши. Вот это место, вот эта трещина, вот это сопряжение узлов вот этих подъездов признано ГУП «Башнеистрой» аварийным. А это уже весна 2020 года. Люди узнали, что буквально впритык к их окнам застройщик ПСК-6 возводит 34-этажную свечку с издевательски говорящим названием «Друзья-соседи». Жильцы дома подняли волну возмущения. Сначала робкую, потом на весь город. Вот беспредел, а! Это беспредельница ПСК-6. Стычки между местными жителями и застройщиком с каждым разом становились все жестче и временами переходили в рукопашные. Никто не хотел уступать. Людям нужен был свой двор с детской площадкой, ПСК-6, высотный дом, на строительство которого они получили разрешение. А почему вы раньше не приехали? Ты кто такая? Ты кто такая? Уверенные в своей правде, люди готовы были пойти на любые меры, лишь бы не допустить точечное строительство друзей-соседей. Объявляли голодовку, устраивали крестный ход вместе со священником и даже стояли на коленях перед столичной администрацией. Мы все как одна команда выполняли к одной цели шли. Напролом. Вы знаете, нас ничего не могло остановить. Изначально мы говорили, даже когда Ульфату Мустафину делали видеообращение, что никакие трудности нас не остановят. Мы готовы были изначально идти до самого конца. В итоге в кризисную ситуацию вмешались власти региона. Начались проверки и инспекции. И только после личного визита Радия Хабирова на объект стройку заморозили. Таким образом, местным жителям удалось добиться то, чего другим не удается – победить точечную застройку. И хотя с объекта вывезли спецтехнику и стройматериалы, сворачиваться полностью застройщик, по всей видимости,
пока не собирается. Это вас Тимур Давлетов беспокоит с канала БСТ, проект «Честно говоря». Вот очень бы хотели выслушать ваш объективный комментарий. Я пока не готов давать комментарии на эту тему, потому что все вопросы не решены до конца. Вот для того, чтобы эти комментарии объективные все получить, надо время, наверное, какой-то месяц, может быть, еще. Видимо, за это время и станет ясно, как будет разрешен конфликт между горожанами и застройщиком. Между тем, в администрации города новый скандал. 2 сотрудников столичной мэрии взяли за покушение на взятку в 10 миллионов рублей. Чиновники занимались градостроительным контролем и выдачей разрешений на строительство. Ну, вот такая известная история произошла в Уфе, она еще не закончена, да, и, Наташ, ты с самого начала очень пристально следила за этой темой. Скажи, пожалуйста, почему вот довели ситуацию до той точки, что пришлось вмешиваться лично главе республики Радию Хабирову в эту ситуацию? Ну, так получилось, что ни одна из сторон, ну, то есть сторона города и сторона застройщика отказывались признавать вот ту бессовестность этого проекта, на который потом указал Радий Хабиров. Возле этого дома, в 10 метрах под окнами, разрушающегося дома, просто это очень важная деталь, должен был появиться 35 и еще один 36-этажный дом. Естественно, люди были очень обеспокоены тем, что будет с этим домом, поскольку их дом и так уже поплыл. Почему потребовалось вмешательство главы? Потому что ни один из многочисленных государственных институтов не сработал. Не сработала администрация города, которая выдала разрешение на эту постройку и утвердила этот проект межевания планировки. Не сработала прокуратура, которая проводила проверку по жалобам. Не сработал суд, куда обращались люди с требованием приостановить до выяснения обстоятельств начала этого строительства. И в данном случае это чудо, что глава региона вмешался лично и самым, что ни на есть, волюнтаристским образом остановил строительство этого объекта. Да. То есть это политическое решение, это не юридическое решение. Казалось бы, это достаточно локальный вопрос, который должен был решаться администрацией города. Это вопрос отношений, взаимоотношений властей города и их жителей, а не главы целого региона. Да, на мой взгляд, у нас перестали работать институты. То есть, начиная от проведения... То есть, как мы все живем? У нас же есть правила, да? То есть, каждый процесс регламентирован. В данном случае, когда на низовом уровне начинаются нарушения, дальше все как по нарастающей. Кстати говоря о присутствии и участии в нашей программе городских властей. Их здесь нет по уважительной причине. На самом деле в выпуске они будут присутствовать, и они обязательно выскажутся. Да? Отойдя от эмоций, застройщик и городские власти утверждали, что в принципе все соответствовало градостроительным нормам и правилам. И вот мы пытаемся сегодня разобраться, как такое возможно. С одной стороны, вроде бы все соответствует, то есть, как Ленин еще говорил, да, вроде бы по сути верно, по форме верно, да, а по сути издевательство над здравым смыслом. Почему такое становится возможным? Почему в наше время по-прежнему становится возможной точечная застройка? У вас огромный опыт в этом. Да, спасибо. Проблема в несовершенстве ныне существующего законодательства. Я прошу прощения, я напомню, да, что неоднократно, вернее даже постоянно, глава региона, не только Башкирии, в любом другом регионе, я уверен, слова очень похожи друг на друга, да, что всегда власть выступает против хаотичной точечной застройки. Даже есть такой термин. Но снова и снова эти дома вырастают в самых неожиданных местах. Это какая-то системная проблема? Нет, я бы не сказал, это системные проблемы. Особенно в этом случае. Квартал был куплен с торгов. Абсолютно законно. Мы про Шатар Руставели. Да. Значит, я как депутат городского совета, я за ним наблюдал, смотрел. С точки зрения законодательства выполнен безукоризненно, по большому счету. Именно поэтому прокуратура и не могла найти. Она не может найти того, чего нет. Здесь не придраться. Скажите Другое честно, дело, вот, что вы... Скажите честно, да, вот у городской власти, вот положа руку на сердце, были рычаги и возможности повлиять на эту ситуацию для защиты интересов жителей, которые протестовали? Ну, полагаю, да, были бы.
Было бы желание. Вернее, нет. была бы воля, да? Нет, дело не в желании. Нет? Если бы он шел в заказчик вразрез законодательству, то, конечно, они бы применили. Но он шел именно в рамках, и он не вышел за их рамки. А в чем проблема? Проблема в том, что посадили дома в чужие дворы, свободные от площадки. Но это же не поддается логике. Застройки. Несколько лет назад, больше 10 теперь уже лет, были разработаны РТ-договора. Очень далеки от совершенства. Договор развития территории, да? Расшифруем РТ-договора. Да. Именно такой квартал и приобрел ПСК-6. Все они сделали правильно, по большому счету. Но, я еще раз говорю, он несовершенен. Если бы они воткнули дома скажем, на месте сносимых бараков, то я думаю, что никакие проблемы здесь не возникли. Никто бы не возражал. Никто не возражал. Давайте я вам задам вопрос. А если бы это не в 10 метрах, а в 25 было бы, была бы эта проблема? Была бы. Думаете? Потому что сейчас будут пересматривают правила застройки, и все-таки это должно быть нормально, должен же быть воздух, люди же не должны быть друг другу вот да, конечно, я согласен, что никому мы не сегодня в нравится так жить. цивилизованном мире живем, и, конечно, нужно учитывать мнение жильцов. Да при чем тут учитывать мнение? Нужно адекватно воспринимать, нужно любить друг друга, в конце концов, любить горожан, а не так вот втыкать им под нос вот эту вот 34-этажную стройку, правильно же? Давайте все-таки от эмоций любви перейдем к существующим градостроительным нормам. Да? Евгений, в чем вот тут какая-то системная проблема? Есть ли она? Проблема системная прежде всего в том, что городу сложно развиваться. Да? Уфа зажата двумя реками, и, конечно... Хорошо, это аргумент, хорошо. Освоение новых территорий – это очень затратно, это большие инвестиции в сети, да, в дороги и так далее. Спасибо. Еще одна история борьбы с точечной застройкой, которая чуть не стоила жизни уфимцу Наилю Салимову. Так достал он застройщика, что был похищен и избит. И хотя суд признал стройку незаконной еще 6 лет назад и постановил снести здание, до сих пор дело так и не сдвинулось с места. Посмотрим, обсудим. В сентябре месяце поставили окна 3-го этажа. В толстых папках с документами вся история борьбы Наиля Салимова с незаконным строительством многоквартирного дома по соседству. Началось все 12 лет назад, когда он физически не смог подъехать к своим воротам. Забор новой стройки мешал. И вот был подъезд. Вот написано подъезд к домам номер 45-47. Ну, а они взяли и захватили, перекрыли практически. Письма в разные инстанции дали ответ: участок выделен с нарушениями, строительство на нем невозможно. Но дом все равно рос. Его реальные владельцы, братья Янош и Давид Шингаревы, уверяли, строят для своей большой семьи. Но строительная судебная экспертиза описала все признаки многоквартирного дома, который в этом месте строить категорически нельзя. На каждом этаже, по-моему, 4 однокомнатные и 2 двухкомнатные квартиры. Получается 20 квартир. В разгар судебного разбирательства Наиля Салимова, тогда ему было 75 лет, похитили возле ворот его дома. Это был Янош Шингарев и еще 4 уроженца Узбекистана. Когда они начали заталкивать меня в машину, учитывая, что мой рост большой, они не могли. Так они мне начали ломать ноги. Чтобы затолкать в машину, начали ломать ноги. Пенсионера избивали до тех пор, пока он не подписал дарственную на свой автомобиль, а потом он повел похитителей в банк, чтобы снять и отдать им наличность. Это была уловка. В банке Салимов попросил помощи и спасся. Через 2 месяца суд обязал владельцев снести незаконную постройку. Прошло 6 лет, но дом так и стоит. Жена Шингарева оспаривает снос, заявляя, что срок давности судебного решения истек. Салимов в отчаянии, а Шингарев через пару лет выйдет на свободу. Как стоял дом, так стоит. Мало того, в этом году, вот в августе или в сентябре, 3-й этаж застеклили. Филюс Хамитович, ну вот история такая более частная, не касающаяся прям сильно крупной застройки, да, но
показательное. Герой долгое время добивается того, чтобы признался кто-то в администрации, кто дал разрешение на строительство. И поэтому, мне кажется, что проблема здесь системная, и вот она как бы одинаковая, что ли. Почему дают разрешение на точечную застройку? Кто это разрешение дает? Ну, выдает известно, кто, администрация города Уфы. Но я по-прежнему настаиваю, это несовершенство законодательства. У нас очень много всевозможных законов. И единого трактата на эту тему нет. Этот мужчина говорит, что здесь должен был частный домик быть. Мы тут больше обсуждаем не частную конкретную историю, да, а в целом проблему. Почему простому, обычному человеку, либо группе таких людей очень тяжело защитить свои права, хотя они явно нарушаются? Почему? Ну, мне сложно на этот вопрос ответить. Вопрос такой с подвохом на самом деле. Да? Вот в Горсовете Уфы собралось несколько крупных застройщиков. Да. Вот. И есть такое мнение, что, возможно, они лоббируют интересы крупных застройщиков принимаемыми решениями. Вот это вот соответствует действительности, этот стереотип? Это не так, абсолютно. Заказчики, застройщики в Горсовете обязательно должны быть, потому что это никто иной, как заказчик, как юридически, так и экономически одновременно не подкован. Вы понимаете? Вот, мне кажется, Наталья с вами не согласна. Я соглашусь в том, что действительно закон несовершенен, но это несовершенство законодательства при правильных приоритетах застройщиков и власти могли бы трактоваться в пользу граждан. А у нас почему-то получается, что узкие места законодательства используются чаще всего в пользу бизнеса, но не в интересах граждан. Вот если бы иначе как-то происходило, то, может быть, таких конфликтов и не было. А я еще, извините, хотела бы добавить одну вещь, что у нас Горсовет сегодня – это одна из самых закрытых структур. Потому что нынешнему созыву Горсовета сколько? Уже 4 года? 3, да? 4 уже, да. В следующем году переизбрание у вас. И за это время журналисты так и не смогли добиться открытых заседаний комиссий городского совета. Там, где и есть все рабочие процессы, там, где депутаты... Ты имеешь в виду, что работа этих комиссий носит какой-то закрытый характер, да? Это клуб джентльменов, которые собираются в каких-то местах какое-то время, решают, и потом эти решения выносятся на голосование. Но корень этих решений мы не видим. Мы не знаем, из чего исходят депутаты. То, на что указала Наталья. То, о чем она говорит, это не джентльменский клуб. И уж просто, поверьте, журналистам там точно делать нечего. Я не стесняюсь там особо в выражениях, когда я вижу то, что приносят там порой... А почему там журналистам делать нечего? Я ругаюсь, большую часть. Сдерживайтесь, но нам нужна информация. Я строитель, извините, мне сложно сдержаться. Хорошо, давайте продолжим. Вот, Вячеслав, у вас огромный опыт в этой сфере, да? Скажите, вот как найти эту золотую середину? Хотя, допустим, для меня ответ очевиден, да, между интересами жителей и коммерческими интересами застройщика. Вот как этот баланс соблюсти? Давайте немножко по-другому сейчас поставим вопрос. Давайте. По одной простой причине, что у нас базовый документ, генплан города, безнадежно устарел. Сейчас начинаем мы его корректировать. Это первый документ, который является основой для развития города. Давным-давно уже идет спор, что правильнее – заходить, расселять ветхое жилье в центре города или развивать, скажем, территорию Забелья, за Уфими. И там, и здесь есть определенная правда. Но и там, и здесь огромные вложения. Если мы говорим про комплексное освоение за Уфимия, Забелья, это огромные вложения в сеть нужно будет делать. Если мы говорим про центр города, это очень большое затраты на расселение, потому что, как правило, все эти дома находятся в собственности. И земли часто под бывает, ними да, в что там собственности. прописано по 50 человек. Прописанные сейчас уже не имеют тем не значения. менее, да, мы знаем, что в центре города есть такие места, где до сих пор люди ходят, извиняюсь за выражение, на улицу. Без правильно? удобства живут. И да. поэтому в данном случае, естественно, такие дома оставлять нельзя. Их нужно расселять, и поэтому в центре города должна строиться дома, безусловно. Но у нас хороший, вообще крупный массив частного сектора в центре города. И теперь дальше. У нас на сегодняшний день везде есть вид разрешенного использования, да, тех или иных земельных участков. Это определяют не застройщики, это определяют именно власти.
В нем четко прописано, что можно размещать на той или иной территории. Если территория предназначена для жилой застройки, то вполне законно выставляются они на торги, застройщик приобретает, и согласно действующих норм и правил, он там строит то или иное здание. Но естественно, что он исходит из законности, поэтому закон не определяется застройщиком, это определяют власти. Поэтому на сегодня нужно четко разграничить и понимать, где можно строить, где нельзя. Это вопрос властей. Спасибо, а мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Слушай, Алсу, мы сегодня очень подробно обсуждали точечную застройку, но ведь она тащит за собой другую проблему, что элементарно человеку некуда повезти своего ребенка ни в детский сад, ни в поликлинику, ни потом в школу. Ну вот, кто это должен все строить? Слушай, ну вот давай сейчас спросим у них, вот спросим у них, пользуясь моментом, кто отвечает за социальные объекты на новых территориях. Застройщик скажет, что администрация. Ну, будут валить друг на друга, наверняка. Смотрите во второй части программы. За чей счет должны строиться социальные объекты в новых районах? Застройщик, он в убыток работать себе не будет. Все должны исходить из приоритета гражданского согласия. Законодательно вообще не существует такого понятия, как точечная застройка. Наверное, мутная вода, она кому-то нравится. Нужно любить друг друга, в конце концов, любить горожан. В эфире БСТ программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем проблему точечной застройки в Уфе. С ее появлением становится тесно жить не только в конкретном дворе, но и в целом в городе. Не хватает простора, общественных пространств, зелени и парковочных мест. Уплотнение начинают испытывать и ближайшие детские сады, школы и поликлиники. И вот уже переполненные за пределами всех санитарных правил группы, классы, очереди к врачам. Мы проанализировали ситуацию за последние несколько лет в Уфе. Посмотрим, обсудим. В Уфе за 3 года, с 2017 по 2019 год, по данным открытых источников, построено 27 жилых домов высотой от 8 до 25 этажей. Только в прошлом году в Уфе сдано 720 тысяч квадратных метров жилья, или около 10 800 квартир. Нормативом предусмотрено наличие 35 мест в детских садах на 1000 человек населения. Детсад должен находиться на расстоянии не более 500 метров в пешеходной доступности. Аналитики Башстата подсчитали, насколько в Уфе и городах Башкирии перегружены детские сады. Так, если в среднем на 100 мест по республике приходится 115 детей, то в Уфе на 100 мест претендуют 149 малышей. Вячеслав Гурьевич, как я уже и говорила, о том, что в фирме, в которой вы работаете, в компании, в которой вы работаете, достаточно много строительных площадок. И как много вы за последние 5 лет, 3 года построили социальных объектов, имеется в виду детский сад, поликлиника, школа? Давайте зайдем из того, что, скажем, у нас есть объекты и так называемые точечные застройки, пока мы не понимаем четкого формулировки, но, скажем, отдельно взятые комплексы домов, а не один дом, скажем так. У нас есть и комплексное освоение. Так вот, смотрите, на сегодняшний день, чтобы заняться тем же самым комплексным освоением, необходимо вложить очень серьезные средства для того, чтобы его просто освоить. Это вкладываются деньги в сети, это вкладываются деньги в дороги, это вкладывается в отсыпку территории. Мы знаем, что у нас территории достаточно сложные. Если мы суммируем все эти затраты, то как раз здесь получится и школа, и детский садик в том числе. И эти затраты окупаются не сразу же, понимаете. Нужно построить количество определенных квадратных метров жилья. Есть системный вопрос, за чей счет? И я знаю, что в Горсовете дискуссии постоянно кипят, на самом деле. Потому что на сегодняшний день, если, скажем, раньше у нас было когда земельные участки выдавались бесплатно, то всегда были обременения. Столько-то социального жилья отдать, столько-то служебного. Сегодня по законодательству все земельные участки приобретаются на торгах. Мы это все прекрасно понимаем. Достаточно серьезная сумма. Как правило, когда мы выходим на торги, то торгуемся где-то по верхней планке, по планке рентабельности. И, соответственно, эти денежные средства мы же отдаем не кому-то, мы же их выплачиваем в бюджет. Поэтому еще если сверху к этой оплате требовать, чтобы мы построили социальные объекты, то это будет просто нерентабельно. На сегодняшний день рентабельность строительства у нас в регионе это где-то порядка, если 10%, то это очень здорово. Филюс, я знаю, что в Горсовете постоянно кипят дискуссии по этому поводу. С разным исходом, кто отвечает и кто должен строить социальные объекты во вновь застраиваемых жилых массивах. Кто? Я считаю, что это не вопрос заказчика. Строительство школ, детских садов, дорог с ливневкой – это точно… Заказчик в данном случае мы кого имеем в виду? Заказчики-застройщики. Застройщики. Да, конечно. Застройщики. Потому что если
я буду браться еще за школу и за детский сад, то ни один житель города Уфы точно ни одну квартиру не сможет купить. Наташа, скажи, пожалуйста, вот у тебя есть своя позиция, свое мнение по этому вопросу? За чей счет должны строиться социальные объекты в новых районах? Вопрос важнейший. Важнейший вопрос, и я считаю, что это должен делать бюджет. Это должна делать власть. Это не бизнесовый проект, это социальный проект, а социальные гарантии предоставляет государство. Но я хочу сказать, когда я слышу... Я тут немножечко не в своей тарелке, потому что я все-таки главный редактор газеты «Коммерсант», а вынуждена говорить против коммерсантов. Но я хочу сказать, что не к чести наших застройщиков, когда они говорят, что они берут участки с торгов, это, мягко говоря, не всегда так. Потому что в последние годы, до тех пор, пока законодательство позволяло брать участки по акту выбора, это не торги. Бюджет не получал деньги за эту сделку. Очень десятки, если не сотни участков были розданы или предоставлены по акту выбора. На таких условиях, когда застройщик, на мой взгляд, я, может быть, не очень глубоко знаю эту тему, но если ты получаешь участок бесплатно, если ты не заплатил в бюджет, то здесь нужно подумать, а не стоит ли на вас возложить какие-то дополнительные социальные обязательства, потому что бюджет не выиграл. Можно я сразу вернемся к тому, что я сказал. Если вы не услышали, я Все. сказал, что когда по акту выбора выдавались земельные участки, то всегда с городом заключался договор, в котором четко было прописано, сколько квартир отдается городу, сколько для социального жилья, сколько для служебного жилья. Поэтому говорить, что это было бесплатно, это категорически не так. Просто, уважаемые гости, Ни один договор такой мы не видели, да. Мы не видим, что там написано. Сейчас, Наташа, вот целые районы в Уфе новые выросли, где нет ни школ, ни детских садов, ни медицинских учреждений. Вот это факт. Евгений, как раз вот если мы говорим о фонде жилищного строительства, да, у нас Колгуевскую застроили, сейчас там, по-моему, вот поликлинику с горем пополам сдали. Детский сад вот тоже очень ждали, и то его не хватает уже на тот объем детей, который там есть. Фонд, да. Нет, когда мы говорим с вами вот именно о комплексной застройке, да, то есть и действительно поддержу Наталью, правильно, если сразу застройщику предлагаются участки, где и сети на самом деле уже есть, да, и цена участка такова, в которую и вкладывается в том числе и вся инфраструктура, и социальная, да, то есть не только детские сады и поликлиники, вот, потому что тогда бизнес получается застройщика понятный и прозрачный. Он заплатил за участок с понятными уже подключением, с понятной рентабельностью, построил дом и, значит, определенную прибыль получил. Уважаемые гости, мы записали мнение некоторых экспертов в этой сфере. Давайте послушаем. Законодательно вообще не существует такого понятия, как точечная застройка. И то, что формально попадает под возможность застройки, там вроде как и можно строить. И у нас градостроительное законодательство федеральное сделано таким образом, что у муниципалитета практически нет какой-то возможности этому противостоять, если застройщик полностью подготовился с юридической точки зрения. Если он на законных основаниях получил земельный участок, если он сделал проект, который прошел экспертизу, и вот если все у него есть, соответственно, он просто в заявительном порядке приходит в муниципалитет, говорит: вы давайте мне разрешение на строительство. И муниципалитет при наличии всех этих документов даже не имеет права проверить качество этих документов. Правильно ли экспертиза там что-то сделала или еще. То есть они обязаны в течение 6 дней выдать разрешение на строительство. При рассмотрении проектов планировок межевания застройщики согласуют обязательно с муниципалитетом. При городе возобновил работу градостроительный совет, на котором рассматривается каждый проект планировки межевания, который рассматривает, обеспечена ли территория социальными объектами. Источники финансирования, они происходят из различных бюджетов, включая федеральные, республиканские и часть муниципальных. Жилищное строительство опережает строительство социальных объектов. Поскольку жилищное строительство ведется за счет средств инвесторов, застройщиков, кредитных обязательств. Что касается строительства социальных объектов, как это финансируется, как я уже говорил, из различных бюджетов и требует определенных процедур, определенного времени, которые предусмотрены законодательством. Вот застройщик, он в убыток работать себе не будет, правильно?
Тут вот надо найти, как бы вот это вот, я еще раз говорю, теперь найти баланс между муниципалитетом там, или республикой и застройщиком. Насколько я знаю, по каждой площадке, про большой площадке, если речь идет о развитии там застроенных территорий, считается в любом случае баланс. Сколько денег уйдет на снос, сколько денег идет на инфраструктуру, сколько средств там на строительство, делается как бы себестоимость квадратного метра. Потом делается прикидка там 15-20% прибыли, и в дальнейшем уже вот та дельта, которая как бы, ну будем считать там сверх вот этих там 20 там, или 15% прибыли, ее в принципе застройщик, я думаю, что не откажется отдать республике там, или мэрии в виде там, ну не денег, может быть, а строительства детского сада. Я знаю, что был период, ну как бы в не столь давние времена, когда эти деньги не шли на цели там коммуникации строить, как говорили. Ребята, вы эти деньги отдайте, потому что город нужно коммуникации для вас строить, школы строить для ваших жильцов, дороги строить и так далее. Эти деньги отдавались, потому что действительно, ну надо строить. А эти деньги в результате, ситуация была турбулентная, они уходили буквально вот, надо... Дыру закрыть. Да, зарплату бюджетникам выплатить. Вот зарплату бюджетникам выплачивались, по сути, из этих денег. Вот. И поэтому вот эта система, понятная система, она и не заработала, и разрушилась. И вот эта вот неясность, она, ну, всех, конечно, нервирует. Наверное, мутная вода, она кому-то нравится. Вот. Но, по сути, все в проигрыше. Правовом государстве, наверное, ты должен делать город. Либо должен спросить застройщика, со всеми разобрался, значит, все нормально. Он говорит, да, со всеми разобрался. Вот подписи, все хорошо. Тогда строй. Вот приходит новая команда, допустим, в любой город, не обязательно Уфа, в любой город в России, да, и правила игры с застройщиками меняются. Вот скажите, вы можете, это такой вопрос, да, он такой деликатный, вы можете отвечать, не отвечать. Вот, Филюс, вы с этим сталкиваетесь? Да, сталкиваюсь. Но к чести нынешней команды я ни разу ни от Мустафина, ни от Кабирова, ни разу даже намека не слышал в адрес предыдущих команд, будь то в городе, будь то в этом, хоть какого-то маломальского камушка в огород. Что уж у них там в кабинетах происходит, я не могу сказать, я в них не бываю. Вот. Но публичных выступлений я ни разу не слышал. Ведь, насколько я понимаю, даже по Шатару Ставели договор развития территории заключался при предыдущей администрации городской. Да? То есть, я правильно понимаю, так и на самом деле, что они вынуждены, нынешняя команда, разгребать то, что осталось? Или все-таки это уже их решение? Я думаю, что это уже их решение. Вот. Я думаю, что не разгребать. Нужно взвесить, посмотреть, соблюсти интересы заказчика-застройщика и жителей. Если нет рентабельности, он просто свернет бизнес и уйдет. Во главе угла стоит экономика, коммерция. Если ее не будет, и если по ходу пьесы будут играться правила, то есть я заходил, я разработал квартал, и я иду на такой огромный снос, и мне говорят, так, еще вот это вот, а еще вот это, а еще вот это, то ну какой тут бизнес может быть? Тут уже никакой бизнес не построишь. Вячеслав, вот то, о чем мы сейчас говорим, да? Любая продажа земельного участка в коммерцию, она приносит доход. Вот здесь и надо соблюдать четкий баланс. Вообще, это проблема не только ведь города Уфы. Четкий баланс между чем и чем? Вот смотрите. Законом и здравым смыслом? Я вам скажу таким образом. Когда была последняя у нас здесь вот выставка недавняя, и высказывался наш премьер, который сказал совершенно правильную вещь. На сегодняшний день, когда развивается та или иная территория, то изначально продается земельный участок под строительство, там заселяются люди, а после этого начинается проблема. Они начинают писать, негде учиться, некуда детей везти, где. После этого власть начинает реагировать, после этого включаются деньги в бюджет, и получается от первичного заявления уже построенного дома до введения тех или иных социальных объектов проходит 4-5 лет. Годы проходят. Вячеслав Гурьевич, я с вами здесь не согласна, потому что, глядя на рекламные проспекты, и вы все заявляете о том, что у вас рядом в 500 метрах буквально есть уже школа, и потом реально человек приходит, смотрит рекламный проспект и думает, что всем этим обеспечено, приходит в эту школу, а в этой школе ребенку нет парты, в садике нет места. И это все укомплектовано, как будто как селедки в бочке. Но торги выставляют ведь не застройщики земельные участки, а муниципалитет. Если он говорит, что я выставляю участок на торги, на котором нужно построить жилой дом или жилые дома, правильно?
и выдает разрешение, значит, это муниципалитет или, скажем, там, исполнительная власть должна позаботиться о том, чтобы это все было обеспечено. Застройщик ведь не будет бегать и искать эти вопросы. Если ему выдан по закону земельный участок, и там можно строить дом, он будет его там строить. Уважаемые гости, резюмируя наш сегодняшний разговор, да? Коротко скажите, пожалуйста, как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы избежать тех конфликтов, подобно Шатару Руставели? Думать, что вы предприняли для того, чтобы избежать создавшейся ситуации. И я всю свою жизнь, почти 30 лет, руководствуюсь этим принципом. Евгений. Стараться развивать, конечно, новые территории, да, Зауфимия, Забелье, изыскивать ресурсы, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, там, где можно развернуться, да, где, и там надо просто правильно посчитать шкуру и количество шапок из нее сшитых, и кто, что должен школы и какие сети построить. А там, где все-таки надо сносить старые здания ветхие, да, и так называемую точную застройку осуществлять, там действительно подходить деликатно и обязательно, мы понимаем, учитывать мнение жителей и иногда с ними действительно, о чем мы сегодня говорили, достаточно... я правильно понял, что полностью отказываться от точной застройки не стоит? Это не просто, это вообще вредно отказываться от нее, потому что иначе мы город оставим, в том числе и с домами там, 19 века, ветшающими. Которые нужно охранять. Не охранять, а которые уже совсем обрушились. Не сжигать, а охранять, да. Не сносить экскаватором, да. Но я думаю, что главное это вот приоритеты, и все должны исходить из приоритета гражданского согласия, чтобы... Компромисс. Да, то есть это и подразумевает и диалог, и совесть, и каким-то образом это можно совместить, потому что люди не дураки, зря как бы у нас есть такое предубеждение, что чуть что люди побегут там с транспарантами или на митинги, или не надо это доводить. Вячеслав. Но здесь прежде всего я думаю, что застройщики должны уважать дольщиков и людей, для которых они строят. А люди должны уважать строителей, как одну из самых сложных и тяжелых профессий на сегодняшний день. И самое главное, мы должны всегда чтить закон. То есть все действия должны быть законными. Тогда будет все нормально. Честно говоря, сегодня была острая тема, и разговор был соответствующий, предметный, острый и, главное, честный. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Руслан, ну вот сейчас снова вносят изменения в правила застройки Уфы, и даже каждый уфимец может в них поучаствовать. Но вот знаешь, я зашла в интернет, посмотрела на эти правила, я ничего там не поняла. Слушай, возможно, я тебя разочарую, но в этом-то и фишка, чтобы вот обычный человек ничего не понял. А смысл простой. Не может понять, значит, не может повлиять. Но ведь чиновники, они же тоже люди. Они же своему ребенку да. не говорят, в соответствии с 7 статьей Семейного кодекса, ты обязан употребить в пищу эту кашу. Ну, вообще смешно, конечно, да. Вот если бы они обещали, как в одном известном фильме «Джентльмены удачи», да, отправить их в космический полет, они бы эту манную кашу даже с комочками бы съели. Ну не надо обещать, говорите нормально. Ну, потому что люди, они же как дети, с ними разговаривать надо, да. Но просто вроде бы цель благая, да, они пытаются понять друг друга, но как они могут это сделать, если они говорят на разных языках? Знаешь, вот в этом Руслан, я тебе предлагаю сделать отдельную передачу про эти чиновничьи канцеляризмы. Тут одного Тебе выпуска слово. не хватит, точно. Что нам стоит дом построить? Взял да нарисовал. Точка, точка, запятая, вышла хижина большая прямо во дворе. Точечные пятна застройки, как метастазы, покрывают карту города. И пока все вокруг говорят и разводят руками, застройщики, как тот самый кот Васька, слушают и едят. То есть продолжают втыкать свои многоэтажные свечки в многострадальное городское тело. Куда же бедному горожанину податься? Но, как учит нас поэма Руставели, если долго мучиться, то что-нибудь обязательно получится. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.